Вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. В конце прошлой недели министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной военной мобилизации в России. Однако военкоматы на местах продолжат свою работу с добровольцами и желающими служить по контракту. Как прошла частичная военная мобилизация в Нерюнгринском районе, какая помощь оказывается мобилизованным и, главное, их семьям. Об этом и не только мы поговорим сегодня с нашим гостем. Это глава Нерюнгринского района Роман Щегельняк. Роман Михайлович, я вас приветствую. Здравствуйте. Добрый день. Ну, давайте начнем нашу беседу, наверное, с того, как все-таки прошла частичная военная мобилизация у нас в районе. Ну, если говорить о частичной военной мобилизации конкретно в Нерюнгринском районе, конечно, я думаю, что и как по всей стране, в связи с тем, что это для нас мероприятие новое, как и для всей страны, я повторюсь, да, вот все прекрасно понимают, что последний раз мобилизация на территории нашей страны, даже если быть точнее, на территории Советского Союза проводилась 80 лет тому назад, то, естественно, когда пришла такая история, вот, проводить ее на территории России, современной России, все пошло, скажем так, не очень гладко, и были определенные моменты, проблемы, скажем так. И все мы стали свидетелями этих проблем на территории нашего района. К сожалению, в теории мы были сильны, мы были готовы и понимали, чем заниматься, но на практике все оказалось не так просто. Но вместе с тем, вот тот быстрый процесс обучения, который произошел, позволил нам вторым этапом и третьим этапом уже проводить мероприятия более собрано. А что касается про первый этап, который прошел с 21 сентября по 22 сентября, конечно, это такие непростые дни, в которых, как говорится, закалили все и работников военкоматов, и ответственных работников администрации, в том числе и жители нашего района. Но хочу сказать, что считаю, что несмотря на это, что это было для нас новым, мы справились с этой проблемой достойно, все-таки провели частичную мобилизацию, все необходимые плановые цифры выполнены, и наши парни уже достойно выполняют свой воинский долг в Вооруженных силах Российской Федерации. Вот было несколько сообщений, что в ряде регионов происходили настолько серьезные перегибы, что даже военкомы лишались своих должностей. Были ли в случае в Нерюнгринском районе, когда ребят призывали, ну, скажем так, не совсем годных по состоянию службы или имеющих право на отсрочку от частичной военной мобилизации, и они вернулись домой? Да, мы не стали исключением. Такие случаи были и у нас. Я не могу комментировать, из-за каких случаев конкретно убирались военкомы субъектов. Да? Раз у нас на месте все, значит, таких крайних случаев у нас не было, слава богу. Да, у нас были допущены подобного свойства ошибки, тоже были допущены. И, значит, у нас порядка 100 человек были возвращены, значит, обратно с воинских частей, обратно домой. Поэтому вот много это или мало сейчас не могу сказать, но опять же хочу повториться, что эта история была для нас впервые. И, в принципе, вот такой процент допущенных ошибок, ну, наверное, допустим, раз наши военкомы на местах. С первых дней частичной военной мобилизации и неравнодушные граждане, и общественные организации, там, Союза отцов, Лиги матерей, волонтеры активно включились в работу по, скажем так, дополнительному снабжению мобилизованных. Это и какая-то одежда, какие-то предметы быта, и продукты питания. Вот как эта работа была централизована или немножечко сначала хаотично, потом все-таки централизовалась у нас в районе? Но если говорить о работе в подобного рода направлении, то на самом деле мы эту работу начали очень-очень давно. Центром этой работы являлся у нас волонтерское движение «Доброволец», которым руководит Алексей Наумов. Мы с самого начала специальной военной операции, еще до мобилизации, занимались сбором продуктов питания для жителей Донецкой и Луганской республик. И даже 9 мая этого года с Нерюнгринского района помощь всего населения была оказана. Мы отправили большой автомобиль, порядка 20 тонн продуктов питания и различных других предметов первой необходимости. Но потом, как говорится, история с продовольствием немножко отошла на второй план после того, как была объявлена и частичная мобилизация, и стали призываться в ряды вооруженных сил уже наши парни, наши земляки. И вот здесь немножко вектор был поменян, да, и люди уже стали работать непосредственно для обеспечения нужд наших призывников. И здесь также работа проводится, и она и сейчас проводится
Мы прекрасно знаем, где находятся наши ребята. Это Амурская область, это Приморский край. И сейчас последняя, последняя партия наших ребят-добровольцев находится в городе Чите, в который мы тоже обязательно планируем навестить и отвезти им все необходимое. Ну что хочется отметить, первые, как говорится, наши движения в этом направлении, они были такие, как говорится, без понимания, что нужно сделать. Вот не было обратной связи, вот ребята говорили, что нужно, и вот все подряд мы брали, привозили, как бы вот раздавали. Все как бы нужно было, с одной стороны, но на некоторые вещи даже сами ребята говорят, ребята, вот это вот нам не нужно, здесь как бы это есть и так далее. Но тем не менее, все от души принималось, потому что люди собирали. А вот последующие уже, лично мои командировки, Приморский край, вот сейчас в Читинскую область планируем, да, мы уже четко знаем, работаем по запросу ребят. Имеем обратную связь и уже более-менее спокойная обстановка, это ребята уже добровольцы, которые четко понимают цели и задачи, да, и они акцентированно говорят, Роман Ильич, вот это надо, списки есть с указанием размеров и всего на свете. Поэтому сейчас эта работа такая более уже плановая, мы четко спланируем и обязательно всем нашим парням поможем, всем необходимым, всем возможным, что мы можем для них сделать. Ну, вот говоря о командировках, отрадно, что очень многие главы районов нашей республики, скажем так, приняли решение встречаться лично с бойцами, которые находятся сейчас на подготовке, переподготовке. Я, насколько помню, вы в Амурской области, в Приморский край ездили, встречались с ребятами. Расскажите об этих поездках, как они себя чувствуют, какой настрой. Эти поездки, на самом деле, мое твердое убеждение, очень важны для самих парней, потому что вместе с собой ты везешь частичку себя, во-первых, да, вот мне абсолютно было важно увидеть ребят, понять их настроение. Естественно, какие-то персональные посылки их родные передают, они, которые ждут, письма. Мы последнюю повестку отвезли ребятам письма детей из детских садов, что особо их тронуло. Ну и, конечно же, возможность помочь, в чем-то помочь, о том, что, например, на каком-то первичном этапе они недополучили. На самом деле вопрос очень спорный, насколько массово это должно продолжаться и далее. Да, вот сейчас на уровне правительства республики все-таки обсуждается история, когда вот эти движения должны осуществляться такими специальными центрами, да, созданными республиканским правительством, которые уже будут находиться рядом с зоной СВО по всем направлениям. Это и южное направление, и восточное направление, и северное направление, куда будут стекаться все эти посылки, и уже находящиеся на месте волонтерские службы республиканские будут непосредственно иметь возможность доставлять эти посылки или на линию соприкосновения, или даже куда-то непосредственно в воинские части, которые участвуют в боевых действиях. Но я считаю, это абсолютно оправданно, наверное, уже на этом уровне не стоит и главам, и еще каким-то неравнодушным людям перемещаться в зоне СВО, потому что, в конце концов, это небезопасно и для жизни. Да? Ну и так будет больше порядка, когда определенно специально обученные люди в сопровождении военных, которые знают, как это делать, будут доставлять наши гуманитарные грузы, какие-то личные посылки непосредственно ребятам, уже, которые находятся в зоне боевых действий. Вот. Я уверен, что по всей республике это решение сейчас разослано, проводятся серьезные такие совещания, где высказывают позиции абсолютно все главы, все члены правительства в этом участвуют. Очень отрадно, что по каждому направлению по взаимодействию в правительстве сейчас закреплены ответственные руководители серьезного высокого ранга, которые отвечают, например, есть курирующий зампред, который взаимодействует с Министерством обороны, есть, зампреды, которые общаются, с социальными службами и так далее. Вот эта вот работа, она со временем налаживается, и мы все-таки видим, что чем дальше мы в этой истории проживаем, тем системнее и серьезнее работа проводится. Конечно, есть еще ряд таких серьезных недоработок, но это связано с недоработками, потому что кто-то не хочет этим заниматься. Это связано с тем, что просто огромный поток запросов сейчас от населения идет, от людей. Но мы же понимаем, 300 тысяч человек, да, были призваны, это 300 тысяч семей, это 300 тысяч мнений, и все это существующая система просто элементарно не успевает проработать. Нам так банки и говорят на встречах, на наших еженедельных с родственниками мобилизованных. Мы просто меняем программный продукт, чтобы учитывать вот эти запросы. Они новые для нас, и программный продукт, который был до этого, работал в банке, например, он эту информацию не принимает, а работает в живом режиме. Мы
просто не можем, просто нет людей, потому что численность приведена в соответствие там, с определенными требованиями и нормами. Поэтому я уверен, что вот октябрь, вот середина ноября, такие будут уже реперные точки, после которых начнется системная работа, в результате которой мы все придем в соответствие. В соответствии с законом, в соответствии с теми, значит, поручениями, нормативно-правовыми актами, которые были изданы всеми уровнями власти. Очень серьезный вот запрос буквально на этих встречах по денежному содержанию военнослужащих. Он встает, и люди задают его еще практически почему-то, вот, или только наших, это касается призывников, или все-таки эта проблема существует системная, что не выплачивается то денежное довольствие, о котором говорил наш президент, 195 тысяч рублей. Не получили еще ребята, и вот этим очень озадачены родственники, которые здесь остались, потому что для некоторых, ну, хозяин семьи это единственный кормилец был, да, и вот сейчас вот эта ситуация, она очень остра, и вот на последней встрече в субботу взяли еще раз мы в работу, вот, откровенно говоря, я вчера смотрел новости, где представитель правительства озвучил, что все деньги, значит, причитающиеся по денежному вознаграждению военнослужащих, перечислены в Министерство обороны. И вот здесь где-то, наверное, какой-то затык все-таки происходит. Мы намерены с этим обратиться к курирующему зампреду, да, который должен заняться, который занимается с Министерством обороны, для того, чтобы эту ситуацию скорейшим образом разъяснить, разрулить, и чтобы деньги поступили как можно быстрее на счета военнослужащих, а впоследствии как бы отошли уже семьям, которые будут тратить их на усмотрение для детей и так далее. Вот эта ситуация очень важная, которой надо заниматься. Роман Михайлович, ну и в завершении нашей беседы ваши пожелания, ну, во-первых, и нашим ребятам, которые находятся сейчас под ружьем, скажем так, и, естественно, их семьям. Самое у меня есть, не пожелание, у меня есть одно самое большое желание, которое хочу, чтобы оно обязательно свершилось, это чтобы все наши ребята до одного вернулись домой. Все, без исключения, живы, здоровы, чтобы приехали. Вот, будучи там с ними, я им пообещал, что обязательно, когда они приедут, мы соберемся и это дело отметим. Ну а семьям я хочу пожелать, конечно же, тоже здоровья, тепла, уюта в домах. Хочу им сказать, что они не одни, мы всегда их ждем. Лично я всегда их жду, пускай приходят. Я говорю им на встречах, что если у них возникает потребность обратиться ко мне лично, они могут прийти в приемную ко мне и сказать, что она супруга, сестра, мама военнослужащего, который призван, значит, в рамках частичной мобилизации. Я прерву любое совещание для того, чтобы пообщаться, чтобы принять проблему человека и постараться ему помочь. Что ж, Роман Михайлович, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо. Вы смотрели программу «Актуальное интервью», но в ходе проведения частичной военной мобилизации в Нерюнгринском районе, как она прошла и как закончилась, а также о поддержке мобилизованных и членов их семей, мы говорили сегодня с нашим гостем. Это глава Нерюнгринского района Роман Щегельняк. На этом я с вами прощаюсь и до встречи в эфире.